На севере Таджикистана, в живописной долине реки Сырдарья, расположен один из древнейших городов Таджикистана. Этот город со множеством парков и скверов. Древний город, которому более 2500 лет, называется Худжанд. И посетить его должен каждый гость нашей страны. Город был основан в VII веке до нашей эры. Через центр протекает река Сырдарья и разделяет его на две части. Название реки Сырдарья не от слова «сыр», а от слова «сир», что в переводе означает «секрет». По легенде, она хранит очень много тайн, отчего и получила такое название. Одна из причин посетить Худжанд – это его история. Здесь сохранились средневековые памятники, мечети, мавзолеи, а также остатки крепости. Худжандская крепость – историческая гордость всего Таджикистана. Она основана в VI веке до нашей эры и была одной из самых неприступных в Центральной Азии. Худжандская крепость считается сердцем города. Она расширялась вместе с городом, разрушалась завоевателями, отстраивалась вновь, но всегда оставалась символом стойкости народа. В XIII веке крепость почти полностью была разрушена во время монгольского нашествия. Некоторые историки утверждают, что восстановили ее в XV веке. Другая часть считает, что реконструкция началась вскоре после осады. Справа от входа находится музей археологических находок и фортификаций, где можно увидеть все экспонаты, связанные с крепостью. Перед тем, как подняться на саму крепость, нужно обязательно зайти в музей и познакомиться с ее историей, а вход и экскурсия бесплатно. Если вы приехали в Худжанд, обязательно стоит посетить мавзолей шейха Муслииддина. Несмотря на многочисленные перестройки, разрушения, она дает представление о средневековой архитектуре города. Мавзолей был воздвигнут на могиле Муслииддина Худжанди, поэта и правителя города, жившего в XII веке. Говорят, что шейх Муслииддин был святым чудотворцем. После смерти его похоронили в селении Унджи, но через некоторое время почитатели перенесли его прах в Худжанд и воздвигли над его могилой мавзолей. Вот оно, место, где похоронен шейх Муслииддин. Гробница почти всегда закрыта. Открывают ее 1-2 раза в год, в дни мусульманских праздников. Купол мавзолея поистине уникален. Подобных куполов в мире больше нет. А все потому, что он состоит из двух ценных материалов. Внутренняя часть сделана из золота, а внешняя из лазурита. Самый известный крытый рынок Центральной Азии находится именно здесь, в Худжанде. Это рынок Паншамбе, в переводе с таджикского «четверг». Именно в этот день раньше проходила самая бурная торговля. Паншамбе – это одна из ярких достопримечательностей Худжанда. Главная его особенность – уникальная архитектура. Строительство павильона было закончено в 1964 году. Над центральным входом возвышается полусферический портал, украшенный яркой национальной росписью. Здесь всегда очень шумно. За покупками приезжают не только горожане, но и жители близлежащих деревень. Как и на любом другом восточном рынке, очень богатый выбор разнообразных фруктов. И что самое интересное, это все в основном наши, отечественные. О, арбуз! Здравствуйте! А арбуз – это наши, отечественные? И виноград тоже? Да, очень вместе. Можете попробовать. Для тех, кто собирается посетить Худжанд, можно однозначно порекомендовать прогулку по рынку Паншамбе. Без него образ древнего города будет неполным. Ковры считаются обязательным атрибутом каждого дома в солнечном Таджикистане. Именно здесь, недалеко от Худжанда, находится самый крупный производитель ковров. Это является еще одной причиной приехать в этот город. Ковры Кайракума – одна из крупнейших многоотраслевых компаний по производству ковров и ковровых изделий не только в Таджикистане, но и во всей Центральной Азии. Продукция предприятия отличается собственным стилем. Дизайны наших ковров как классические, так и современные, которые в свою очередь разделяются на различные типы. То есть, если мы говорим о
современных дизайнах, то это может стиль модерн, хай-тек. Художники предприятия постоянно придумывают новые орнаменты и рисунки. На создание некоторых ковров уходит больше месяца. Над созданием каждого ковра мы работаем очень усердно. Для нас важно, чтобы клиенты остались довольными. Помимо обычных рисунков, мы также создаем ковры с портретами знаменитых людей. Со всей коллекцией можно познакомиться в выставочном зале. Гостям тут всегда рады. И покажут, и расскажут о производстве. Также посетители могут приобрести на свой вкус ковер. От маленького до большого. И даже заказать изделия с портретом родных и близких. Умелые мастера воплощают в жизнь даже самые невероятные идеи. Для тех, кто хочет познакомиться с традиционной кухней страны, дорога также лежит в Худжанд. Именно здесь расположен Национальный центр плова. И сейчас я вас туда приглашаю. Этот центр на сегодняшний день единственный в стране, и создан он с целью сохранения и популяризации традиций приготовления разных сортов плова, а также других национальных блюд. Плов, как и шашлык, не терпит женских рук, поэтому в центре готовят его исключительно мужчины. Мне сегодня разрешили быть помощником повара и поучаствовать в процессе приготовления. Здравствуйте. Можно у вас кое-что спросить? А какой плов вы сегодня готовите? Сегодня готовим сирийский плов. А какое масло вы для этого используете? Это у нас салат и зефир. Смешивать разные виды масла считается особенностью приготовления плова. Также в состав входят рис, мясо и специи. Существует около 200 вариантов рецептуры оши палава, но в центре пока готовят 15 видов. Когда масло нагревается, повар добавляет мясо. За его приготовлением нужно следить очень внимательно. А можно я тоже попробую? О. Так сложно переворачивать эти большие куски мяса, поэтому вот ясно, почему у нас плов готовят мужчины. После обжарки добавляем воду и соль и оставляем на несколько минут. Для приготовления плова очень важен выбор сорта моркови. Для приготовления испанинского плова используют красную морковь, а для самаркандского, наоборот, желтую. Вот посмотрите. После этого в плов добавляем козы, горох, листья винограда, изюм, зиру и оставляем на 40 минут. Столько ингредиентов, прям королевский плов. После приготовления повар должен красиво подать блюдо. Это одна из традиций нашего народа. Такой запах, жаль, что все это нельзя передать через камеру. Стоит отметить, что в среднем цена плова составляет $1,5, и каждый гость страны может приехать сюда и отведать этот плов. Сейчас мы тоже попробуем его. Очень вкусно. Стоит отметить, что это стоит того. Если вы приедете в Худжанд, обязательно посетите центр плова. В 20 километров от Худжанда находится Таджикское море. Это прекрасное место для отдыха и рыбалки, а также является еще одной веской причиной приехать в Худжанд. Таджикское море – это искусственный водоем, который был создан в 50-х годах 20 века за счет перекрытия русла реки Сырдарьи. Его длина – 55 километров, а максимальная глубина – 25 метров. Сейчас немного прохладно, поэтому пляж пустой, но через несколько недель, когда откроется купальный сезон, тут уже негде будет протолкнуться. Таджикское море – популярное место отдыха. Туристы со всех уголков мира приезжают сюда, чтобы насладиться красотой этой местности. Мы приехали из Китая. Это Таджикское озеро. Прекрасное место. Очень чистая вода. Вдоль побережья тянутся различные санатории, зоны отдыха и детские лагеря. Лечиться сюда приезжают даже из соседних стран. Теплое Таджикское море, пляж, пейзажи, радующие глаз, обязательно придутся по душе каждому, кто посетит Худжанд и его окрестности. Этот город может покорить не только своей историей и национальной кухней, но и знаменитым таджикским гостеприимством. Здесь никогда не прощаются с гостями, а всегда говорят «боз бьёет», что означает «приезжайте еще».